Слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Мыхтыбек кызы Эльзат. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Микрофон включить. И сначала. Уважаемые председательствующие судьи, члены судей Конституционного суда, Министерство юстиции Кыргызской Республики, изучив, проанализировав ходатайство, отмечает следующее. Статья 36 Конституции Кыргызской Республики устанавливает, что каждый имеет право на свободу объединения. Согласно части 4 статьи 1 Конституции Кыргызской Республики, народ Кыргызской Республики носитель суверенитета и единственный источник государственной власти. Также, согласно части 2 статьи 2 Конституции Кыргызской Республики, народовластие основывается на принципах принадлежности своей полноты власти народа, защиты прав, свобод человека, гражданин свободного, реального доступа к управлению делами государства и общества. Некоммерческая организация, осуществляющая деятельность за счет денежных и материальных средств, предоставленных на безвозмездной основе, ежегодно до 1 апреля размещает на сайте уполномоченного налогового органа сводную информацию за предыдущий год об источниках формирования денежных средств, направленных на расходование, также сведения о приобретенных, использованных и отчуждаемых имуществах. Форма и порядок размещения информации определяется Кабинетом министров. Согласно статье 17 Закона Кыргызской Республики о некоммерческой организации, размеры и структуры дохода, а также сведения о размере и составе имущества некоммерческой организации расходы не могут быть предметом коммерческой тайны. Кроме того, в вышеуказанной статье предусмотрено, что некоммерческая организация, осуществляющая деятельность... Между тем, в силу требований статьи 22 Закона Кыргызской Республики о политических партиях, контроль за источником доходов политической партии, размеры полученных ее средств уплатой налога осуществляется территориальный орган Государственной налоговой службы Кыргызской Республики. Наряду с этим статьей 26 Закона Кыргызской Республики о свободе и вероисповедания и религиозной организации Кыргызской Республики предусмотрено, что религиозная организация предоставляет информацию о своей деятельности государственным органам в области официальной статистики и налоговым органам, государственным органам по делам религии и ее территориальным органам, органам прокуратуры, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Кыргызского уставом и уставом положением религиозной организации. Кроме того, ранее обозначенной статьи также определено, что размеры и структура доходов религиозной организации, размеры и состава имущества религиозной и ее расходов, численность состава работников, об оплате труда, использовании безвозмездного труда граждан и деятельность религиозной организации не могут быть предметом коммерческой тайны. Помимо вышеизложенного, в законодательстве не предусмотрен термин «иные общественные объединения». Между тем, в статье 47 Налогового кодекса Кыргызстана определено, что налогоплательщиком является субъект, на который возлагается обязанность уплачивать налог при наличии обстоятельств, установленных налоговым законодательством Кыргызской Республики. Не является налогоплательщиком налога на прибыль НДС, на облагаемые поставки налога с продаж, органы законодательной, судебной, исполнительной власти, орган государственной власти Кыргызской Республики со специальным статусом, иной государственный орган, орган местного самоуправления по именованию в Конституции Кыргызстана, а также орган государственного социального страхования Кыргызстана и агентство по защите депозита за исключением их деятельности в сфере развлечений, досуга или отдыха. Таким образом, коммерческие и некоммерческие юридические лица, кроме вышеуказанного органа, являются налогоплательщиками. Так, в соответствии со статьей 51 Налогового кодекса Кыргызстана, одной из обязанностей налогоплательщика является налогоплательщика, а является предоставление налоговой отчетности в порядке и сроки, установленные данным кодексом. То есть законодательством Кыргызской Республики предусмотрены различные виды отчетности для всех организационно-правовых форм и юридических лиц, ввиду чего нормы указаны в части 2, 3 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о некоммерческой организации не могут рассматриваться как дискриминирующие для отдельных видов некоммерческой организации.
виде чего считаем, что часть 1 статьи 14 закона Кыргызской... Извиняюсь. Статья 36 Конституции Кыргызской Республики, так и как данные нормы не ограничивают деятельность некоммерческих организаций. Мы считаем, что не ограничивает деятельность коммерческой организации предоставления таких отчетов. У вас все? Да.